Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! 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 Давно не виделись. И первый сюжет у нас посвящен Биеннале 2016. А что такое Биеннале? Кто нам скажет? Биеннале это... Очевидно, это такой риторический вопрос был. Кто нам скажет сразу же? Биеннале проводится раз в 2 года. Корень би. 2. Но при этом правда, при этом так оно и есть. У нас сюжет про девушку Наталью, которая специально приехала из города Екатеринбурга к нам в наш солнечный Якутск. Наталья приехала участвовать в Биеннале 2016, а, как известно, Биеннале объединяет самых творческих людей, самых нестандартно мыслящих людей, которым есть что показать через свои произведения. Да, вот, кстати, что хотелось бы сказать про Наталью. Она создатель бренда Hello Pepe, создает много различных направлений в стрит-арте, также она тоже придумала очень интересные инсталляции в виде собак из отражающих материалов. Интересный творческий человек. Мы уже неоднократно касались темы стрит-арта, не только стрит-арта. Стрит-арт — это больше какое-то стереотипичное название, заезженное определение. Это вообще искусство, связанное с городом. Каждый художник перерабатывает жизненное пространство под себя, оставляет какие-то месседжи, маячки, какие-то художественные элементы, свои высказывания творческие через свои художественные произведения. И это очень здорово, потому что это красит город. Может быть, как просто какая-то инсталляция, так может быть какой-то функциональный объект. А еще здорово, что эти ребята, они украшают именно такие чаще заброшенные какие-то даже, может, здания, места, которых никто не знает. Вот оно стоит такое все непримечательное. Допустим, там правительство не знает, что там сделать. С городом там... С городом вообще. В целом. Что с ним делать уже? Допустим, да, просто администрация города не знает, вот стоит какой-нибудь заброшенный дом некрасивый, а ты вот позови творческого человека, они там тебе там... И станет произведение искусства, по-моему, очень выгодно. И вообще классно, что сейчас это все поддерживается, и наш город украшается, и тем самым молодеет. 15 июля в городе Якутск пройдет 4-я международная биеннале современного искусства BY16. Сегодня на городском пляже Якутска мы решили взять интервью у одной стрит-арт-художницы Натальи Пастуховой. Работа, которую вы создаете сегодня, о чем она? На самом деле здесь есть сюжетная линия, она на протяжении всего забора, оттуда туда. И если вы взглядитесь, вы увидите, что поначалу у нас идут горы с извержением, с вулканом, из которых потом будут высыпаться самоцветы, плюс еще пробегают какие-то персонажи, которые разбрасывают самоцветы, которые потом прорастают в своих непосредственных героев, которые уже, в свою очередь, переживают какие-то этапы взросления. Там все заканчивается тем, что приходит земля опять и всегда готова прийти к ним на помощь. Помогает в создании ваших проектов? Конкретно здесь мне помогает команда волонтеров. Очень хорошая команда, которая, по-моему, трудолюбивее и усидчивее меня. И нам помогает Андрей Неустроев, предоставив нам отличные краски Arctic Professional. Но я предпочитаю работать с краской, валиком и кисточкой, потому что это достаточно экологический способ. Но все знают, что аэрозольные краски, несмотря на то, что они такие манящие и симпатичные, они достаточно токсичные. Я за более экологичные методы, хотя иногда комбинирую. Что самое главное должен донести уличный художник в своих работах? Я думаю, что у каждого художника есть свои приоритеты. Бывают техничные художники, бывают концептуальные, разные. У каждого своя цель. А какая цель у вас? Сделать целостную работу, которая бы органично смотрелась в среде, которая бы органично смотрелась сама по себе, то есть была бы достаточно хорошего качества художественного и имела социальный подтекст, какую-то свою историю. Мне больше всего нравится рассказывать истории. Мне больше всего нравится моя зеркальная стая моих зеркальных собак, потому что она достаточно социальная история, и она получила свое продолжение. Получилось так, что мы ее выставили в городе, большую часть экспозиции украли. Это очень интересный момент. Получается, что человек интересуется бродячим животным только когда видит в нем свое отражение. Одни из ребят, которые украли эту собаку, сделали аккаунт в Инстаграме и потом присылали мне ее фотографии, как собака путешествует по каким-то местам, по озерам, по горам, шлет мне фотки с приветами. Это было очень трогательно, это получился проект в проекте. Очень хороший подход.
Как вы считаете, в чем основная функция таких уличных работ? Все понятия, связанные с искусством в пространстве города, они максимально важны, потому что это интеграция в среду, это художественные высказывания, которые могут увидеть максимально большое количество людей. Визуально, эстетически украшает город. Конечно же, самая главная цель – это взаимосвязь искусства и человека. Спасибо большое всем местным за такой хороший прием. У нас все неплохо получается. А наш второй сюжет посвящен прекрасному проекту, который был организован в филармонии Якутии. Этот проект называется «Симфорок» или Рок-симфония! Были приглашены рок-музыканты, гитаристы, которые вместе с симфоническим оркестром представили некоторые классические произведения и даже несколько оригинальных произведений. Я думаю, кто побывал на этом мероприятии, тому очень повезло. Я хотела, но не успела. Ну, кстати, я очень много слышал таких высказываний, что хотели, да по каким-то причинам не смогли. Ну, что хотелось бы сказать, билеты были раскуплены моментально, все. Зал был не то что забит полностью, все откидывающиеся сиденья были заняты, еще в проходах люди сидели. Но и это ведь работа по нескольким целевым аудиториям, потому что, с одной стороны, это люди, которые постоянно ходят на мероприятия филармонии Якутии, а с другой стороны, это рок-тусовка наша, то есть я увидел очень много знакомых лиц, это расширяет горизонты, потому что те люди, которые слушают в основном рок, они смогли послушать выступления виртуозов, наших музыкантов, филармонии. И с другой стороны, люди, которые слушают академическую музыку, смогли послушать наших гитаристов, без преувеличений виртуозных. А вообще это классно, когда воедино сливается что-то такое очень разное и происходит дружба, несмотря на то, что это очень разные направления, казалось бы, но вместе они тоже могут существовать и создают что-то единое и прекрасное. Такой проект, он назревал уже давно, потому что у нас рокерское движение в Якутске очень развито, очень много хороших инструменталистов, гитаристов. А не сделать бы нам, как делают многие мировые страны, мировые оркестры с таким грандиозным, масштабным именем, сделать такой интересный проект, который, конечно, давно уже ждут горожане, жители нашей республики, и тем более музыканты. Ну, симфонический оркестр, он звучать может как очень тихо, так очень громко. С гитарой, с вокалом это очень хорошо сочетается. И то, что звучало, среднее, да, с симфоническим оркестром это может прозвучать очень по-новому, очень новое дыхание этому мы придаем. Мы отталкивались и подбирали репертуар, что самое популярное, известное, такое уже, что все слушают и любимое в сердцах, в душе. Я начал увлекаться гитарой в 7 классе. В группе играть, по-моему, как-то полегче, потому что участников меньше. И я понял, что нужно больше работать с ритмом, с метрономом. В оркестрах больше участников, соответственно, больше внимания уделяется именно ритму, темпу. Мы играем композицию Stairway to Heaven. Макс поет, я играю на гитаре. Это было как-то так, какую будем песню играть? Давай Stairway to Heaven, давай. Такое большое количество профессионалов, перед которыми очень достаточно, скажем так, неудобно ложать. Конкретно неудобно. Хочется быть на уровне определенном, держать марку, но все равно достаточно сложно, конечно, это делать. На репетиции, конечно, меня поразили. Это просто здорово. Филармония государственно показывает, что мы, симфонический оркестр, умеем работать совершенно в разных жанрах. Можем сыграть и симфонию, и оперу, если это надо, и рок, и попсу, все что угодно. То есть мы отдаем дань традициям. Бетховен, Моцарт, Штраус, Гайден. И делаем такие интересные, разнообразные концерты, чтобы и нам, артистам, было интересно, и, конечно, зрителю.
Аплодисменты! Для меня это какое-то сумасшедшее мероприятие, по-моему. Такое необычное, это не обычный рок-концерт, это что-то другое. Сложность-то у меня самая основная была то, что я 8 лет вообще не играл на гитаре, в принципе. Ну, раз в 8-10 брал в руки гитару и что-то там делал по полчаса, по часу. Это была основная сложность, просто собраться, уделить время на это и заниматься. Мне понравилось, что на этом концерте музыканты могут играть и свою музыку. Например, Михаил Микомянов, он будет свою композицию играть. И ребята из оркестра, они даже аранжировку сделали под его композицию. И это очень круто. С хорошими музыкантами, гитаристами я познакомился. Симфонии впервые в жизни играю. Записывал то, что хотел слушать, типа, всегда. Записывал так. И потом получился альбом. В итоге 6 альбомов записал. Это очень круто, это авторская работа. Все-таки, как-то уже неоднократно мы сидели, обсуждали с ребятами, с гитаристами, что такой концерт с симфоническим оркестром, с профессионалами такого уровня, не у каждого есть такая возможность просто-напросто. Это очень серьезно и очень здорово. Проходил до этого ряд концертов кино, музыка кино. Мы играли это все симфоническим оркестром, сейчас рок с симфоническим оркестром. Ну, еще будут обязательно интересные проекты. Мы постоянно будем удивлять и радовать наших жителей, слушателей. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, солисты Максим Павлов и Кирилл Третьяков. Музыка, она помогает мне жить. Если я чувствую себя хорошо, я могу послушать музыку, и мне станет еще лучше. Или могу послушать музыку, и мне станет хуже. Музыка, она несет очень большую роль в человеческой жизни, я так думаю. Музыка — это все. Вообще все в целом. And she's buying the stairway to heaven. А напоследок мы оставили самое сладенькое, ведь последний наш сюжет – это не сюжет, а мед. Просто чистый мед. Я думаю, всем интересно, какой все-таки он мед с пасеки. Вот когда он еще не тронут, и когда вот только-только его сделали. Только его... Только. Я вот люблю мед. Я очень А вот сильно. у меня аллергия на мед. А вообще Анатолий Иванович, это вот наш главный герой, это один из первых пасечников в Якутии. И очень интересная история в том, что он привез своих пчел из Хабаровска, а потом уже вывел именно чисто якутскую породу. Это как? Ну, селекция, конечно. Тем более, что пчелы ведь очень, насколько я знаю, чувствительны к климату, и поэтому те пчелы, которые уже родились здесь, у нас в Якутии, они, конечно, по фенотипу, там, по свойствам будут отличаться. И мед, естественно, тоже И будет мед, отличаться. да, конечно. Пчелы у нас по планете Земля начали вымирать, и ученые не могут понять, из-за чего это происходит. Есть большой риск, что в будущем там, наши правнуки, возможно, мед могут и не попробовать. И поэтому нужно всем молодым людям заниматься пасеками, чтобы были условия для пчел, популяция росла, чтобы они спокойно жили, добывали мед. Это такой, на самом деле, критический фактор, который влияет на облик нашей планеты в целом. Поэтому это важнее, чем кажется.
Когда можно начинать качать мед? Качается с утра, с часов с 9, с 10, когда прогревается температура до 19-20 градусов. Снимаем крышку. Вот как побелка идет, это уже мед есть. Ну, красавки нормальные, видите, побелочка. Порода пчел. Вот, например, моя порода, значит, я ее брал, значит, в Хабаровском крае. И уже здесь они пробыли вот уже 31 год, они дают потомство, и они зимуют 7 месяцев хорошо. И получается, что уже элита, чистая якутская пчела. Вот так возьмите за эти ручки и вот так вот труханите. Все. Видите, спокойненькие, заносим. А трудно ли собирать мед? Мед не трудно собирать, всегда приятно собирать, но трудно его достать. Один улей может дать 25-30 килограмм. Я открываю запечатанный мед, который пчелы запечатали на зиму себе. Это как человек. Закрыл банки только зимой. Это называется медогонка. Ставим. Видите, уже там сколько меда. И по стеночкам. И по стеночкам, и он стекает, потому что температура меда 36 градусов. От чего зависит цвет меда? От цветов. С иван-чая белый мед, с разнотравия есть зеленоватый, желтый, темный. Это вот получается 6-7 рамок по 2-3 килограмма, умножьте. Сколько меду дала семья. Даже в Таиланде наш мед ценится. Видите запах какой? Было тяжелое, берите ручки. Легкое. Мы забрали у них мед. Пустые рамочки мы ставим в ящичек. И потом несем, опять же, в улей и ставим им туда пустые. Все, тащим. Вот все. Самое главное, крышечка, чтобы дождь не мочил и солнце не палило. Нужно поднимать пчеловодство, сельское хозяйство. Но это жизнь. Сейчас приходят дети со школы, пишут сочинения, пишут дипломы про якутское пчеловодство, пишут про меня. Я говорю, зачем писать? Надо поднимать это хозяйство. Давайте мыслить позитивно. У нас есть еще целых почти что 2 месяца до конца лета. Мы будем купаться, загорать и прекрасно проводить время. И, конечно, снимать для вас самые интересные сюжеты. А вы именно с телефона, будучи на природе, заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, на наш канал на Ютубе Проб ТВ и на наш аккаунт в Инстаграме prop.tv. И мы увидимся с вами ровно через неделю. Это была программа «Пропеллер». Всем пока! Пока! Анна Домини и магазин игровых приставок и аксессуаров «Аркада» представляют 23 июля Open Air Sounds of Saha, хедлайнеры группы из Санкт-Петербурга Animal Jazz и Jane, а также выступления рок-групп Якутска, видеоигры от магазина «Аркада», кинопоказы от Geek Cafe, краски Холли, спортивные и настольные игры, ярмарка Marketplace, фаер-шоу и многое другое. Партнеры: информационная сеть ЕГТ.ру, Индрайвер, прокатное агентство «Звук и свет». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный», Синема-центр и магазине «Аркада». Не пропусти! Animal Jazz и Jane на Sounds of Saha. 16+. Анна Домини и магазин игровых приставок и аксессуаров «Аркада» представляют 23 июля Open Air Sounds of Saha, хедлайнеры группы из Санкт-Петербурга Animal Jazz и Jane, а также выступления рок-групп Якутска, видеоигры от магазина «Аркада», кинопоказы от Geek Cafe, краски Холли, спортивные и настольные игры, ярмарка Marketplace, фаер-шоу и многое другое. Партнеры: информационная сеть ЕГТ.ру, Индрайвер, прокатное агентство «Звук и свет». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный», Синема-центр и магазине «Аркада». Не пропусти! Animal Jazz и Jane на Sounds of Saha. 16+.
Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.